Вот когда мы заговорили о государственном СМИ, у нас телевидение называется Абхазская государственная телерадиокомпания. Может, уже пора поменять государственное на правительственное, потому что если проследить за трансляцией, то в основном показана лишь точка зрения правительственных интересов. Вот как вы на это смотрите? Я думаю, что наши коллеги-журналисты с государственного телевидения не согласятся с такой оценкой, но такая оценка имеет право на существование, и она есть. Я бы не хотела, чтобы АГТРК, за которое вообще абхазское телевидение, которое досталось так сложно нам и досталось не благодаря усилиям властей, а благодаря тому национально-освободительному движению, той национально-освободительной борьбе, которую вел абхазский народ, лучшие представители абхазской интеллигенции, чтобы оно превратилось исключительно в рупор правительства. Да, бывают какие-то периоды, когда у них крен именно в эту сторону. Но мне все-таки хочется верить в то, что время заставит их выйти, заставляет периодически их выходить из этих рамок. Вот там как бы какая-то такая синусоида получается. Есть периоды, когда на абхазском телевидении все-таки прорываются какие-то ток-шоу. На них попадают люди, которые думают несколько иначе, нежели думают представители властных структур, те, кто сидят в государственных кабинетах. Иногда бывает так, что оппозиция вообще не может попасть в эфир абхазского телевидения. То есть разные бывают периоды. Но мне все-таки очень хочется верить в то, что коллектив молодеет, жизнь требует того, чтобы это было телевидением абхазского государства, не исполнительной ветви власти и даже не, допустим, одной судебной ветви власти. Кстати, ее там меньше всего, наверное, если брать все ветви власти. Но чтобы оно было телевидением абхазского общества. И я не сторонник правительственного телевидения. Тогда можно создавать какой-то кабельный канал, не знаю, какие-то передачи. Допустим, вот у парламента есть желание иметь свой парламентский час, но как-то они никак не сорганизуются. Или там правительственный час. Транслировали их заседания. Если они станут таковыми, не приведи Господь, то, я думаю, они потеряют очень большую зрительскую аудиторию. Тем более телевидение теряет молодежную аудиторию, она переходит в интернет. У нее есть возможность выбирать в колоссальнейшем массиве информации мировой. И абхазской тоже. Поэтому надо бороться за свою аудиторию. И в таком случае они просто умрут.